Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. К столетию народной дипломатии в Абхаз-Госфилармонии состоялся гала-концерт российско-абхазской дружбы. 78 собак были простерилизованы в ходе совместной акции администрации города Сухум и Фонда по защите животных «Добрый город». Мировая премьера в Русдрам. 19 и 20 декабря на сцене театра Искандера представит спектакль «Эдит Пиаф» Александра Огарева. Левантий Гицба награжден орденом Ахдзябша второй степени. Президент Бадра Гунба подписал указ о награждении Гицба Левантия Борисовича орденом Ахдзябша второй степени за весомый вклад в национально-освободительное движение в 70-80-х годах, большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии и активное участие в общественно-политической жизни страны. Джихан Зафер Ацюба награжден орденом Ахдзябша третьей степени за вклад в развитие связи между Республикой Абхазия и абхазской диаспорой в Турции и многолетнее плодотворное руководство Абхазским культурным центром в Стамбуле. Соответствующий указ подписал президент Бадра Гунба. Президент Бадра Гунба принял генерального директора президентской платформы «Россия. Страна возможностей», ректора мастерской управления «Синеш» Андрея Бетина, который прибыл в Абхазию для участия в торжественной церемонии вручения удостоверения о повышении квалификации в мастерской управления «Синеш» финалистам и участникам конкурса управленцев команды Абхазии, который пройдет сегодня в Сухуме. Здравствуйте. Благодарю за ту поддержку, которую вы оказываете системным образом. Действительно, за этот небольшой промежуток проделана огромная работа. Сегодня мы все подводим итоги образовательного модуля. И сегодня в рамках нашего взаимодействия, очень тесного взаимодействия с главным нашим стратегическим союзником, с Великой Россией, за этим же стоят тоже люди, которые формируют этот высокий уровень взаимодействия, отношения. И в этом смысле мы и далее намерены нарабатывать еще больше. Старт реализации тех уникальных проектов, я не побоюсь именно так назвать, которые мы провели за несколько месяцев на территории Абхазии, был дан при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Именно уникальность этого проекта позволила нам сменить акценты и применить новый инструментарий в формировании, в том числе и в рамках кадровой политики. Поздравляю. Спасибо большое, что в своем плотном графике всегда находите время. Для меня это большая честь и уважение с вашей стороны, которое мы, безусловно, подвести не можем. Еще раз вам спасибо большое, что когда-то обратились к Владимиру Владимировичу и было принято решение по вашей инициативе включить нас в процесс ряда образовательных программ с управленческими компетенциями, создания ряда проектов по роду и подобию, методикам и технологиям, которые делаются в Российской Федерации. И сегодня, если вы позволите, я со своей стороны, как руководитель президентской платформы «Россия. Страна возможностей» в России, как ректор мастерской управления «Синеш», позволю себе, с вашего позволения, дать очень высокую оценку уровню и статуса компетенции всех тех участников, финалистов и, я скажу, даже не просто коллег, а друзей, которые проходят образовательные программы. Имею право об этом говорить, потому что, как руководитель, приходится сравнивать показатели тех или иных управленцев. И управленцы из Абхазии достаточно очень на высоком уровне. Новости парламента. Рабочую встречу, посвященную развитию абхазо-российского сотрудничества в сфере высшего образования, науки, технологий и подготовки кадров, провел председатель Комитета Народного собрания парламента по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резу Зантария. Во встрече приняли участие также представители высшей школы, декан механико-технологического факультета Новосибирского государственного технического университета Андрей Тюрин и декан факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Михаил Вильбергер, директор филиала Центра народной дипломатии в Абхазии Татьяна Савченко и другие.
Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом направилась рано утром в Донбасс и Новороссию. 85 тонн цитрусовых и бутилированной воды будут доставлены в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщили в пресс-службе МЧС. Вместе с абхазскими спасателями груз сопровождают и сотрудники МЧС России, прибывшие в республику на тяжелогрузных фурах. Акция организована при поддержке армянской общины Абхазия, абхазской цитрусовой компании при содействии властей жителей республики, которые приносили в пункты приема МЧС цитрусы из собственных садов. Гуманитарный груз прибудет на Донбасс уже 17 декабря. 15 декабря в Абхазской государственной филармонии имени Гумба состоялся второй гала-концерт российско-абхазской дружбы, приуроченный к столетию народной дипломатии. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества при поддержке Министерства культуры Абхазии. Подробнее в репортаже Аристида Каракасиди. 15 декабря в Абхазской государственной филармонии имени Гумба прошел второй гала-концерт российско-абхазской дружбы, приуроченный к столетию народной дипломатии. 100 лет назад, в 1925 году, было основано общество, которое стало первым шагом к развитию культурных связей с зарубежными странами. С течением времени организация меняла свои названия и функции, а сегодня она известна как Россотрудничество. Сегодня Россотрудничество с достоинством продолжает дело своих предшественников. Развивает международные культурные проекты, поддерживает обмены, создает новые возможности для взаимодействия, в том числе и для Абхазии. Мы высоко ценим вклад, который эта деятельность вносит в укрепление российско-абхазской дружбы и развитие сотрудничества между нашими народами. Сегодня, отмечая столетие народной дипломатии, мы подтверждаем свою приверженность тем ценностям, которые объединяют Абхазию и Россию. Это уважение, добрососедство, творчество, открытость и стремление к созиданию. Пусть и дальше народная дипломатия остается надежной основой наших отношений, помогает укреплять доверие, расширять взаимные возможности и открывать новые пути для сотрудничества. Поздравил участников и зрителей с важным событием посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин. Нынешнее Россотрудничество, действующее под эгидой Министерства иностранных дел Российской Федерации, было образовано в 2008 году. И почти сразу же, 18 декабря 2009 года, было создано представительство этого агентства в Республике Абхазия. Поздравляем Россотрудничество со столетием, а его представительство в Сухуми с 16-летием. В этот вечер выступили заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба, знаменитые артисты Авто Канджария, Левам Пхаладзе, Кресьянка и Яся Чихомова. Их выступления стали ярким отражением дружбы между Россией и Абхазией. Руководитель представительства Россотрудничества Абхазии Татьяна Степанова отметила, что ведомство уже 16 лет успешно способствует обмену опытом и идеями между Россией и Абхазией, играя важную роль в укреплении культурных и гуманитарных связей между нашими странами. Особую благодарность хотелось бы выразить правительству Республики Абхазия за поддержку и сотрудничество. Отдельно Министерству культуры Республики Абхазия за реализацию совместных культурных проектов. Ваши усилия и преданность делу культурного обмена между нашими странами играют огромную роль в развитии российско-абхазских отношений. Сделано немало, но будет сделано еще больше. Народная дипломатия, как один из важнейших элементов внешней политики, продолжает служить основой для взаимопонимания, доверия и сотрудничества. Концерт стал ярким примером того, как искусство помогает развивать эти ценности. Аристид Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. По согласованию с Абхазской православной церковью и руководством Республики Абхазия на территорию древнего Мокского собора X века прибыли реставраторы Александр Прытков, заместитель генерального директора крупнейшей реставрационной организации России, Межобластное научно-реставрационное художественное управление, и Андрей Пастухов, руководитель бригады реставрации иконостасов и произведений из дерева. Об этом Абснепресс сообщил глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплия. Гости из Москвы осмотрели иконостасы и иконы с целью оценки их технического состояния и возможности осуществления реставрационных мероприятий. Иконостас был установлен в 1858 году на личные пожертвования абхазского владетельного князя Михаила Чачба. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладари и советник
посланник Аляс Айба приняли участие в торжественной церемонии открытия первого международного форума «Никарагуа экспортирует-2025. Продвижение экспортных возможностей на новые рынки», которая состоялась в Манагуа. Участие в таком значимом экономическом событии подчеркивает заинтересованность Республики Абхазия в укреплении торгово-экономического сотрудничества с братской республикой Никарагуа и изучении новых возможностей для двусторонних проектов. Школам Гагрского и Гудаутского районов переданы 2 новых автобуса по поручению президента Республики Абхазия Бадры Гунба. Передача нового транспорта стала необходимой мерой, поскольку прежние школьные автобусы в районах вышли из строя, создавая трудности с ежедневным передвижением детей и учителей. Один из новых автобусов будет обслуживать несколько общеобразовательных учреждений Гагрского района, обеспечивая ежедневное передвижение порядка 30 детей и учителей. Второй автобус направлен на нужды Гудаутского района, где также остро стояла проблема транспортировки учащихся. 2 детей и 2 взрослых доставили в медучреждение после ДТП в Сухуми, сообщил корреспонденту «Спутник» начальник ГАИ Дами Авицба. Авария произошла на проспекте Аяйра. Водитель Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в столб. 2 детей доставлены в детскую больницу, их жизни ничего не угрожает, переломов нет, а водитель и еще 1 пассажир были доставлены в республиканскую больницу. Водитель цел, без переломов, а у пассажира переломы ноги и руки, уточнил Авицба. Сотрудники УКОН МВД совместно с сотрудниками СГБ задержали жителя села Псахара Айба Олега Витальевича, 93-го года рождения, подозреваемого в сбытии наркотических средств в крупном размере. При личном досмотре у него был изъят сотовый телефон с данными геолокации мест так называемых тайных закладок. В местах ранее сделанных тайных закладок, а именно в селе Яштуха Сухумского района, были обнаружены и изъяты 4 свертка с наркотическим средством метадон и 2 свертка с наркотическим средством мефедрон. В отношении Олега Айба возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственная группа ОВД по Сухумскому району. Подозреваемый содержится под стражей. Табачную продукцию изъяли на таможенном посту ПСОУ. 15 декабря в ходе реализации оперативной информации сотрудники ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению импорт досмотрели транспортное средство марки «Чанган» под управлением гражданки Российской Федерации Мельниченко Ирины Вячеславовны, 81 года рождения, проживающей в Гудаутском районе, село Каланархуа. В ходе таможенного досмотра транспортного средства были обнаружены запрещенные к ввозу и реализации на территории Абхазии электронные сигареты ассорти. Продукция изъята, а материалы дела переданы в отдел дознаний, таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В рамках реализации ведомственной краткосрочной целевой программы развития сельского хозяйства на 2025 год осуществляется поставка средств малой механизации. Речь идет о 38 мини-тракторах, 126 мотоблоках и более 600 единиц различных навесных и прицепных орудий к ним на сумму 55 миллионов 477 тысяч 270 рублей. Поставка осуществляется на базу поставщика в Сухуми, где уже находится более 30% техники от общего заказа. Поставка всей техники займет 10-12 рабочих дней. Выдача техники участникам программы будет осуществляться после завершения поставки и сборки оборудования на месте. О дате и месте выдачи средств малой механизации будет сообщено участникам программы дополнительно. Мировая премьера в Росдрам 19 и 20 декабря в Государственном русском театре драмы имени Искандера состоится премьера спектакля «Эдит Пиаф». В главной роли Лайда Тыркба, актриса с уникальными вокальными данными. Режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Александр Огарев. А пьеса написана современным драматургом по заказу Росдрамы и является собственностью театра. То есть премьера будет действительно мировая. Этот спектакль никто никогда не ставил. На репетиции побывала Надежда Боровикова. Всего несколько дней осталось до премьеры «Эдит Пиаф».
нового уникального спектакля Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба хорошо знаком с творчеством знаменитого российского режиссера, лауреата премии «Золотая маска» Александра Огарева и давно хотел пригласить его поработать в Абхазии. В ходе таких переговоров и родилась идея спектакля. Мы обсуждали очень долго с Александром Анатольевичем возможное название для постановки в нашем театре. Понимал, что это нужно попасть в десятку. И вдруг возникла тема Эдит Пиаф. Я говорю, у нас есть актриса Лаида Тыркба, которая прекрасно поет. И для нас это было бы тоже новой страницей, что ли, в нашем творчестве, что вот у нас спектакль с живым пением. И выяснилось, что вот у драматурга Веры Сердечной, она в Краснодаре живет, она доктор наук, кстати, филологических, и она очень известный критик. Она пишет пьесу, у нее есть некая, заявка, что ли, на такую пьесу. Мы с ней связались, и она написала эту пьесу для нас. Мы приобрели эту пьесу у нее, и с Александром Анатольевичем договорились о премьере этого спектакля, о работе в 2025 году, в конце 2025-го, премьере в декабре. Так что это эксклюзивная пьеса, принадлежащая нашему театру, и это мировая премьера, потому что это произведение еще никогда нигде не ставилось. Заслуженный артист России, режиссер Александр Огарев высоко оценивает профессиональные качества артистов Русдрама. Благодаря тому, что они работают с приглашенными режиссерами, представителями разных школ, они с радостью ныряют в новые приключения и с достоинством их проживают, отметил Александр Огарев. Нам не хотелось, чтобы это был такой традиционный байопик, рассказывающий внешнюю историю звезды. Мы хотели проследить ее уникальный внутренний путь, поскольку он связан с такими громадными катастрофами, падениями и преодолениями, и как она это все выдерживала, и как ее выручала, не знаю, вытаскивала за волосы из всяких бед искусства. Это мюзикл только в том смысле, что Эдит Пиаф певица, у нас не было цели развлекательной, а мюзикл все-таки понятие такое несколько легковесное. А здесь песни необходимы, как говорит сама Пиаф, песни – это крик души. И, то есть вот как такие 10 выкриков, у нас 10 песен ее, в этом смысле эти песни необходимы. Воплотить на сцене историю маленькой женщины с сильным голосом предстоит Лаиде Тыркба. И хотя сама природа подарила артистке нужную хрупкость и уникальный голос, судьба Эдит Пиаф настолько сложна, полна потерь и трагедий, что работа над ролью требует полной отдачи и такой концентрации, что Лаида не может отвлечься даже на несколько минут. Интервью только после премьеры, с извинениями говорит она. Ее коллеги по цеху видят, каких усилий стоит ей эта роль и стараются всячески ее поддерживать. У нее такая заглавная, сильная, мощная, очень тяжелая роль, из-за которой она и не спит ночами, из-за которой она и мучается, и не будем вдаваться в подробности, так и у остальных. Мы, в принципе, весь остальной коллектив, мы ей помогаем рассказать эту историю. Мы те люди, которые встречались у нее на пути, те, которые меняли ее судьбу, те, которые хоть как-то влияли вообще на Эдит Пиаф. Нас не так много, и мы все играем по несколько ролей. Там можно увидеть у кого-то 3-4, у кого-то 5. И вот даже вот с этими маленькими эпизодами, с которыми мы выходим, мы просто умираем на сцене. Лаида, она вообще, я считаю, что это зверь на сцене просто. Вот сейчас я смотрю на ее выдержку, так как она работает, я просто невероятно горжусь этим человеком. Рассказать историю малышки Пиаф, ставшей символом Франции, Лаиде Тыркба помогут как заслуженные артисты Абхазии Анна Гюригян, Наталья Папаскири и Кирилл Шишкин, так и дебютанты, представители нового поколения абхазских актеров Давид Цулукия и Ираклий Делба. Премьера спектакля назначена на 19 и 20 декабря, и дата выбрана не случайно. В этом году, 19 декабря, исполняется 110 лет со дня рождения Эдит Пиаф. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.
Сухуми в галерее УАДа открылась выставка «Дискомфорт», итог трехдневной творческой мастерской, объединившей 11 молодых женщин из 7 районов Абхазии. Участницы – непрофессиональные фотографы, а девушки с разным жизненным и творческим опытом, которые через фотографию и видео попытались поговорить о городе, личных границах и ощущении небезопасности. Проект реализован благотворительным фондом «Женский фонд развития». Руководителем мастерской стала визуальный художник и фотограф Денев Хуваш, представительница абхазской диаспоры, живущая в Турции. Куратором выставки выступила Станда Чамагуа, директор культурного фонда «Арт Апсны». На открытии выставки побывал Заур Кварче. Иногда чувство безопасности начинается не с уюта, а с честного взгляда на то, что тревожит. В Сухумской галерее УАДа открылась выставка «Дискомфорт». Эта выставка – итог трехдневной творческой мастерской, организованной благотворительной организацией «Женский фонд развития». 11 девушек из 7 районов Абхазии собрались вместе, чтобы поговорить о городе через фотографию и видео. Здесь холодные переходы, рынки на ветру, пустые улицы и заброшенные здания. Участницы постарались запечатлеть не архитектуру, а ощущения. Выставка «Дискомфорт» является частью нашего проекта, который называется «Женщины за мир и безопасность», и он реализуется при поддержке Офиса ООН «Женщины в Абхазии». Мы данным мероприятием хотели показать, насколько по-разному на нас может отражаться внешнее пространство, которое нас окружает. Высотные здания или снос тех или иных исторических зданий – все это очень сильно отражается на нашем восприятии. Для кого-то из них этот процесс являлся копанием себя, кто-то открывал в себе какие-то детские раны, травмы. И все это вы сегодня можете видеть здесь. Название выставки «Дискомфорт» здесь не метафора, а состояние. Перед стартом мастерской каждая участница попробовала ответить на вопрос, какие 3 слова она связывает с этим чувством. Холод, тревога, шум – эти слова часто повторяются, отчего становится ясно, что это чувство знакомо гораздо большему числу женщин, чем кажется. Как мы все с вами знаем, допустим, строительством тех или иных зданий и конструкций всегда являются мужчины. Но мужчины редко задумываются о том, как то или иное пространство может быть некомфортно или неудобно восприниматься женщинами и девушками. Ведь мы с вами по-разному воспринимаем как информацию, так и окружающую среду и пространство. Каждая фотография, которая сегодня здесь представлена, она уникальна. И человек, который будет рассматривать фотографии, он должен увидеть в них, насколько те или иные пространства или места являются некомфортными для девочек, которые делали эти фотографии. Также может человек увидеть, что тот или иной портрет тоже доставляет дискомфорт. Это может быть какое-то громоздкое здание, это может быть детская игрушка, которая валяется в заброшенном здании. Руководителем мастерской стала визуальный художник и фотограф Денев Хуваш, представительница абхазской диаспоры, живущая в Турции. Для нее этот проект не столько про технику, сколько про доверие. 3 дня у нас был тренинг, и мы с ними поговорили, у нас что обозначает для нас дискомфорт. И мы были в Пицунду, и потом в Гагре, и 2 города ходили и поговорили, вот какие неудобные места там нам, что нам мешает, что мы чувствуем, когда в городах. У нас было время поговорить по всему, вот, что можем вместе делать, что мы чувствуем. Это было очень сильное и хорошее тренинг. Нет, вообще не сложно было. Это даже очень приятно было. Но потому что вы знаете уже, это человек может про это поговорить, и потом будет это изменяться, это будет лучше становиться. И они очень открытые были, очень симпатичные девчонки, поэтому очень легко было работать. Участницы не были профессиональными фотографами. Камера телефона здесь так же равноправна, как и профессиональный объектив. Важнее честность взгляда. Для каждой тема дискомфорта раскрывается по-своему. Для Рафиды Хинтуба это город и животные, вынужденные выживать рядом с человеком. Есть большое количество беспризорных животных. Они обитают на улицах, около свалок, у мусорок, и их единственная цель – это выжить. Они часть города, в котором они обязаны жить, у них нет другого выбора. И дискомфорт заключается в том, что
Животные – часть города, но город не готов с ними что-то делать. Своими фотографиями я хотела обратить внимание на вот эту проблему, которая есть в городе и которую было бы по-хорошему как-то решать. Для Мии Абгаджава отправной точкой стал рынок. В ее работах дискомфорт не в пространстве, а в глазах людей, мимо которых мы привыкли проходить. Первым опытом нашей съемки был Пицунский рынок. И вот что меня больше всего удивило, это условия, в которых работают люди, сидят. То есть они каждый день приходят на холоде. И, конечно, первое, о чем я подумала, это снять именно людей. И вот что меня зацепило, это их взгляды. Вот, например, данная картина, женщина сидела, и вот меня зацепили ее глаза. Я решила крупным планом ее снять, показать, вот, не знаю, всю ее боль, при том, что в глазах читается, будто бы она вот молодая девушка. Вот мне так показалось. Также вот эта женщина, она сидела вся в черном, и как будто вот застывший памятник. Вот первое, что в голову пришло. На сегодняшний день в Абхазии пожилые люди, они работают в очень плохих условиях, и мне хотелось как-то через эти фотографии, через их взгляды показать это, и мне кажется, мне удалось. Коллаж Астанды Делба соединяет личные воспоминания и семейные фотографии с хаосом рынка и образами разрушенных зданий. Все это складывается в визуальный рассказ о памяти, утрате и хрупкости. Моя любимая часть – это дискомфорт как ностальгия, так как тут показаны мои родные, которых, к сожалению, уже нет. Собраны некоторые воспоминания. Из этих воспоминаний подпитывается любовь к этим людям. Вторая сторона коллажа показывает нам архитектурный дискомфорт. Это про то, как мы теряем нашу архитектуру, и про то, что, теряя архитектуру, мы теряем свои традиции, свою историю. И если мы будем намного бережнее относиться к архитектуре исторической, то, возможно, мы сможем сохранить на сегодняшний день нас как нацию, как народ, огромный, сильный, стойкий. А здесь ниже показывается как архитектурный дискомфорт, как больше про хаос, вот этот шум лишний, то, что мы не любим видеть, то, что мы не любим слышать. Выставка «Дискомфорт» — это женский взгляд на пространство, которое мы все делим, но чувствуем по-разному. Здесь не дают ответов. Здесь предлагают задержаться и прислушаться к себе. Куратором проекта выступила Астанда Чамагуа, директор культурного фонда «Артапсны». Выставка будет открыта до 26 декабря. Заур Кварча, Инала Кухава, Абазатовы. 19 декабря в ресторане «Магнолия» пройдет праздничная предновогодняя ярмарка «Руками женщины». Торгово-промышленная палата Абхазии приглашает всех талантливых мастеров, рукодельниц и ремесленников, обладающих уникальной продукцией, стать частью этого яркого мероприятия и показать свои, в том числе и эксклюзивные изделия. ТПП также приглашает всех жителей и гостей столицы посетить ярмарку. 78 собак были простерилизованы в ходе совместной акции администрации города Сухум и Фонда по защите животных «Добрый город». В уходящем 2025 году это последняя акция, и, как отмечают волонтеры, впервые за послевоенные годы выбран гуманный способ сокращения популяции. Безнадзорных животных отстрел заменен цивилизационной стерилизацией. Об итогах совместной акции расскажет Анастасия Никонова. Это последняя в уходящем 2025 году масштабная акция по стерилизации бездомных и хозяйских собак. За год при финансовой поддержке администрации Сухума Фонд по защите животных «Добрый город» простерилизовал более 1000 животных. Стерилизует собак квалифицированный ветеринарный врач Аляс Мыр. Полостная операция длится недолго. После выхода из наркоза псов увозят домой. Уличные остаются на сутки в приюте. После того, как собаку выпускают в место ее обитания, несколько недель за животным приглядывают волонтеры района, которые убеждены, что только стерилизация – единственный гуманный способ сокращения популяции собак на улицах столицы. В этом убеждена и Нанач Хвиркия, которая подобрала 2 щенят на улице, теперь собаки живут у нее. Мы вообще подобрали этих собак, так скажем, приютили, подкормим, ухаживаем, смотрим, прививаем, вот по необходимости это. И, конечно же, стерилизуем.
Вот. И хочу поблагодарить, конечно, администрацию города и поблагодарить фонд «Добрый город» за необходимость такой акции. Мы считаем, что нужно снизить популяцию бездомных собак. Нужны акции побольше, чаще и в других городах тоже. Призываю всех делать такие добрые дела и взять ответственность на себя из-за наших, как говорится, малых друзей. Милана Кучуберия также не смогла пройти мимо двух выброшенных на улице собак. Лаки и Джесси стали ее любимцами. Узнав о бесплатной акции по стерилизации, Милана, как и десятки других ответственных хозяев, записала питомцев на операцию. Я сегодня привезла 2 бездомных собак. Спасибо, что у нас есть такая акция. Волонтеры надеются, что администрации других городов республики также поддержат зоозащитников и начнут проводить акции по стерилизации. Как отмечает экс-депутат Сухумского городского собрания Лаша Зарандия, который курировал данный вопрос, в 2026 году акции будут продолжены. Убедительная просьба к нашему населению, чтобы более, я не знаю, с любовью, что ли, относились к животным. Как ни крути, это самый преданный друг человека. Ну, так считается, так оно и есть. С нашей стороны, благодаря администрации, благодаря, еще раз говорю, городскому собранию, мы в силу своих возможностей стараемся и в виде финансовой помощи, и в виде волонтерских каких-либо дел. Такие акции будут проводиться и в дальнейшем, если мы тем более наблюдаем о том, что собак стало на улице меньше. Директор фонда по защите животных Кира Зикироглы отмечает, несмотря на регулярность акций, осталось еще много желающих простерилизовать свое животное. Списки заполняются буквально за сутки и, к сожалению, не вмещают в себя всех желающих простерилизовать питомца. Первыми записаны сухумские волонтеры, которые привозят собак из самых густонаселенных районов, таких как Старый поселок и Новый район. В центре столицы почти не осталось безнадзорных животных, отметила волонтер. Анастасия Никонова, Абаза ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 17 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление высокое. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 2,7, днем 4,9. Температура морской воды плюс 14. Волнение морской воды умеренное. Значительная относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.